Сейчас я расскажу одну историю. Она называется «Красный партизан». В Якутии была революция, а после нее началась гражданская война. В этой войне красные сражались с белыми. Затем красные победили и стали строить новую жизнь. Дети стали ходить в школу, учиться. И вот в этой школе учитель истории решил создать детский кружок. Он назвал его «Красный следопыт». Он решил, что детям будет очень полезно знать о истории своего поселка, своего края. Один старик рассказал ему одну историю. Во время гражданской войны в окрестностях их поселка был бой между красными и белыми. И этот бой происходил в лесу. И в том бою победили белые. И они взяли в плен одного красного партизана. Они держали его у себя в тюрьме, а этот красный партизан, оказывается, был знаменитый певец. И когда он сидел в тюрьме у белых, охранники просили его спеть. И он всегда пел песни. Но дело в том, что он, кроме народных песен, всеми любимых, пел еще и красные песни. И тем самым агитировал белогвардейцев. И в один момент офицеру белых это надоело. И он сказал: «Идите и расстреляйте этого красного партизана». Охранники взяли этого красного партизана и повели на расстрел. И всю дорогу, предчувствуя смерть, он пел песни. И вот они привели его на место боя. В лесу была большая поляна, и в центре ее стояла очень толстая сосна. Они привязали его к этой сосне и спросили: «Какое твое последнее желание?» А партизан сказал: «Я хочу спеть свою самую последнюю песню». И охранники разрешили ему. И когда он чуть-чуть не допел своей последней песни, они его расстреляли. Вот такую историю рассказал один старый человек учителю истории. И учитель решил во что бы то ни стало найти это место в лесу. Он взял карту и примерно отметил на нем, где это могло быть. Школьникам эта идея очень сильно понравилась. Они пошли в поход в те леса. Но они никак не могли найти ту поляну. Никак не могли ее найти. И вот прошло уже 2 дня, им уже пора возвращаться домой. И они были очень печальны из-за того, что не смогли выполнить свою задачу. Одному мальчику не спалось. Он выполз из палатки и сидел снаружи. Это было лето, поэтому были белые ночи. Скоро должно было взойти солнце. Небо уже стало светлым. Это был примерно 1:00 ночи. Птицы все еще спали. И он слушал тишину. И вдруг в один момент он стал различать какой-то звук, который был очень похож на песню. Он прислушался, встал и пошел на пригорок, чтобы внимательно различить этот звук. Он различил слова песни. И он определил направление, откуда раздавалась эта песня. И в тот момент, когда появились первые лучи солнца, пение пропало. Мальчик уже не мог спать, и поэтому дождался, когда проснется учитель и станет разводить костер. Он рассказал учителю о том, что слышал ночью. И учитель, подумав, решил, что, возможно, именно в той стороне могло быть это место боя, потому что в той стороне они еще не искали. Когда проснулся отряд, учитель предложил перед отъездом все-таки сходить в тот лес.
И ребята пошли туда. И в этом лесу они нашли таки ту поляну с той огромной сосной. И они там нашли признаки того, что там действительно был бой и был расстрел. Потому что там они нашли гильзы, и следы от пуль на деревьях, и так далее. Это была большая радость для них всех. Это место они пометили на карте, потом пошли домой. Дома они соорудили памятник в честь павшего красноармейца, и были очень горды. Но мальчик и учитель договорились между собой, что они не будут рассказывать про то, как они нашли это место боя, потому что это могло быть трактовано как суеверие. Крик души в самые отчаянные моменты жизни как бы отпечатывается в природе, как на магнитофон. И иногда именно в предрассветной тишине эти как будто записи воспроизводятся, и некоторые люди могут их услышать или даже увидеть. Такое явление в природе существует. Так говорят наши старики.